Главное действие Бородинского сражения произошло на пространстве 1000 сажен между Бородиным и флешами Багратиона. Вне этого пространства, с одной стороны, была сделана русскими в половине дня демонстрация кавалерии Уварова, с другой стороны, за Удицей, было столкновение Понятовского с Тучковым. Но это были два отдельные и слабые действия в сравнении с тем, что происходило в середине поля сражения. На поле между Бородиным и флешами у леса на открытом и видном с обеих сторон протяжении произошло главное действие сражения самым простым, бесхитростным образом. Сражение началось канонадой с обеих сторон из нескольких сотен орудий. Потом, когда дым застлал все поле, в этом дыму двинулись со стороны французов справа две дивизии Дессе и Кампана на флеше и слева полки вице-короля на Бородино. От Шевардинского редута, на котором стоял Наполеон, флеши находились на расстоянии версты, а Бородино более чем в 2 верстах расстояния по прямой линии, и поэтому Наполеон не мог видеть того, что происходило там. Тем более, что дым сливался с туманом, скрывал всю местность. Солдаты дивизии Дессе, направленные на флеши, были видны только до тех пор, пока они не спустились под овраг, отделявший их от флеш. Как скоро они спустились во враг, дым выстрелов орудийных и ружейных на флешах стал так густ, что застлал весь подъем той стороны оврага. Сквозь дым мелькало там что-то черное, вероятно, люди и иногда блеск штыков. Но двигались ли они или стояли, были это французы или русские, нельзя было видеть со стороны Шевардинского редута. Солнце взошло светло и било косыми лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из-под руки на флеши. Дым стлался перед флешами, и то казалось, что дым двигался, то казалось, что войска двигались. Слышны были иногда из-за выстрелов крики людей, но нельзя было знать, что они там делали. Наполеон, стоя на кургане, смотрел в трубу, и в маленький круг трубы он видел дым и людей, иногда своих, иногда русских. Но где было то, что он видел, он не знал, когда смотрел опять простым глазом. Он сошел с кургана и стал взад и вперед ходить перед ним. Изредка он останавливался, прислушивался к выстрелам и вглядывался в поле сражения.